Социально-экономическая система Абхазии, формировавшаяся на протяжении последних десятилетий, пребывает в состоянии системного кризиса, а продолжительный трансформационный процесс в условиях отсутствия эффективной государственной политики вызывает большие изменения во всех сферах жизни общества, считают эксперты. В подтверждение этому они приводят факторы, сдерживающие экономический рост страны. Мы разделили эти факторы на две группы – внешние и внутренние. К внешним мы отнесли частичное признание мировым сообществом государственного суверенитета Абхазии, политическую неурегулированность взаимоотношений Абхазии и Грузии, культурную экспансию и, как следствие, потерю социокультурной идентичности этноса, продовольственную и финансовую зависимость республики. Внутренние факторы – это демографический кризис, низкий уровень занятости, дифференциация доходов населения и, как следствие, имущественное расслоение общества. Приоритетные отрасли экономики не занимают лидирующих позиций в отраслевой структуре ВВП. Чтобы республика смогла развиваться, стране необходимо ответить на вопросы кризиса. И таким ответом, по мнению ученых, может стать переход к новой социальной практике, предполагающей реформирование общества, в первую очередь системы власти и управления. Парламент избирает из своего состава президента и председателя Совета министров. После избрания их одного президентом, а другого председателем, естественно, парламент проводит дополнительные новые выборы в тех избирательных округах, откуда они были избраны. Самое главное здесь не только сокращение числа выборов, которые мы проводим в течение 5 лет. Мы можем этим самым в течение 5 лет один раз проводить выборы, как выборы в парламенте и выборы местных органов самоуправления. По словам ученого, к великому сожалению, кризис в нашей стране признают не все, и поэтому бороться с ним сложно, потому что многие приспособились к сложившимся реалиям и не хотят ничего менять. Из этой психологии мы никак выбраться пока еще, к великому сожалению, не можем. Для выхода из кризиса необходимо развивать сельское хозяйство. Участники круглого стола отмечают, что в нашей стране есть все для этого. Трудовые ресурсы, плодородная земля. Работа в этом направлении, по мнению ученых, должна быть организована 2 способами. Мы, специалисты сельского хозяйства, предлагаем 2 способа возрождения абхазского села. Первый способ – это создание, развитие личных подсобных хозяйств и крестьянских фермерских хозяйств. На основе развития личных подсобных хозяйств, на основе создания крестьянских фермерских хозяйств можно выйти на создание кооперативов. На эффективное и стабильное развитие национальной экономики сильно влияет теневой сектор, доля которого, по мнению участников круглого стола, велика. В последнее время в республике сформировалась масштабная система теневой экономики, которая требует активных и эффективных мер противодействия со стороны государственных органов власти и управления. По экспертным оценкам, объем теневой экономики в нашей республике составляет около 50-55% ВВП, что затрудняет оценку состояния и прогнозирование происходящих социально-экономических процессов, а также снижает эффективность системы госрегулирования экономики, порождает и питает коррупцию и негативно влияет на имидж государства. В работе круглого стола также принял участие Аскар Биаджигириев. Выслушав предлагаемые учеными пути выхода Абхазии из системного кризиса, председатель Республиканского адыгейского общественного движения старейшины Адыги выразил свое мнение по этому поводу. Если вы думаете, что вы перейдете в парламентскую республику, все будет хорошо, то это глубоко ошибочное мнение. Если вы думаете, что Конституция Российской Федерации уникальна, тоже глубоко ошибочное мнение. 73% в Конституции России формируют политические темы, начиная с первой статьи. И поэтому политическая доминанта глушит все остальное. Но ввиду того, что 100 миллиардов более объявились, они вросли в эту систему. Сформировалась целая система офшорократии. И меня удивляет мнение философов, политологов, социологов, которые говорят, парламентская система, когда мы будем провозглашать выход на голосование 25%,
и у нас остается народная какая-то республика. В завершении круглого стола участниками мероприятия было принято заявление «Рекомендация», в котором обозначены главные шаги по выходу из затянувшегося в стране кризиса. Документ будет направлен на рассмотрение вновь избранному президенту Абхазии. Кугуса Вардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.